Кавказского моря на мысе Депо ученые открыли склад. Нет, сухари армейские, да. Там еще один сохранился. И сравнить вкус тех конфет с конфетами сегодняшними, это очень интересно, потому что ничто не стоит на месте, технологии меняются, меняется подход к производству. Продукты, которые пролежали в вечной мерзлоте десятки лет, можно есть. Она вообще очень как масло. Мягкая. Консервы по цене элитной квартиры в Москве. 1900 год. Вот те две банки, о которых мы говорили. И мы их сохранили С мясом пикашу. В 1900 году на полуострове Таймыр начался один из самых длительных научных экспериментов в истории человечества. Колбаса, консервы, сухари лежат под слоем вечной мерзлоты и ждут своего часа. Вот уже более 100 лет. Почему именно в Арктике, на мысе Депо? Ну, кто бы сейчас из широкой общественности помнил имя Толя, да? Но благодаря вот этому эксперименту, который длится уже 122 года, да, который начался, в принципе, случайно, ну вот мы помним, что был такой человек. Но это уникально. Это честно уникально. Никогда такого не проводился эксперимент. И вот он первый и единственный такой на всю страну. «17 человек отправились в безлюдную Арктику. 2 дня на поезде, столько же на вертолетах. И все ради того, чтобы узнать, какие продукты пригодны для длительного хранения, а какие можно есть спустя даже 122 года. Не билеты, мне нужны паспорта. Ребят, паспорта все. Я могу купить паспорта. Не, мне билеты не нужны. Не нужны? На фирменный поезд Москва-Воркута садится большая компания. Личных вещей минимум, основная часть груза – это специальное оборудование. Канистры, бидоны, отбойные молотки. Ребят, прямо по цепочке, просто передавайте. Мы уже... Да, вот это уже зайдем. Ой, а мы что, уже поехали, что ли? Все, поехали! Группа занимает весь вагон. 3 купе доверху забиты только вещами. Вот одно купе, здесь наша экипировка находится. Второе купе, здесь оборудование, экипировка наша, палатки, лестницы. Вот 3-е купе. В 3-м купе мы везем те образцы, которые будем закладывать на длительное хранение. Сергей Белецкий – директор ВНИИ кондитерской промышленности. В этой экспедиции он научный руководитель. В бидонах находятся те образцы, которые будут заложены на длительное хранение до 2050 года. Вот первый образец, который мне попался, это щи с кашем и мясом современные, в современных видах упаковки. Всего на Таймыр везут 58 наименований товаров. Если разделить на группы товаров, то это продовольственные товары, такие как консервы, концентраты, индивидуальное рационное питание, другие перспективные продукты, промышленные товары типа шерсти и горюче-смазочные материалы. Это топливо, смазочные масла, буровые растворы. Конфеты, гречку, макароны оставят в вечной мерзлоте на полуострове Таймыр на десятки лет. На полуострове Таймыр под землей уже лежат продукты, которым 122 года. А заложил их туда ученый-геолог Эдуард Толь в 1900 году, когда на шхуне «Заря» поехал искать земли Санникова. Остановились около залива, который получил название залив Мидендорфа. На полуострове закопал Толь склад продуктов, потому что считал, что тут он зазимует. А во время зимовки он предполагал на собаках делать различные исследовательские маршруты. И таким образом этим складом продуктов, заложенным на глубину 1,5 метра, он просто воспользуется для своих зимних нужд. Эдуард Толь из экспедиции так и не вернулся. Но нашли его дневники, где ученый подробно описал, в каком месте заложил продукты. Его вдова Эмилина
значит, письма, и дневники Толя, и документы Толя. Она все это объединила вот в эту книжку. Она хорошо очень сделана. Великолепная книга, прекрасные карты, фотографии. И в том числе такой уникальный документ – это последняя записка Эдуарда Васильевича Толя, которая адресована президенту Академии наук в Санкт-Петербурге. Дмитрий Шпаро – советский и российский путешественник. Именно под его руководством в 1973 году отряд экспедиции газеты «Комсомольской правды» обнаружил на Таймыре тот самый склад Толя, который описан в дневнике. Вот фотографии вскрытия находки. 2 оцинкованных ящика с сухарями, консервами, шоколадом и овсянкой. Каша была изумительная, очень вкусная, такая вот каша, к которой мы привыкли. Вот это означало, что все продукты, которые там остались, чай, шоколад, сахар, значит, самое главное, 48 банок тушенки, ну не тушенки, а мясо, щи с мясом и кашей. Там тоже, скорее всего, будет все вот так. Этой банке 122 года. Щи с мясом и кашей. Она хранится в Москве в специальной холодильной камере. Исследования Института медико-биологических проблем показали, что содержимое банки спустя столетия пригодно в пищу, как и другие продукты, изъятые из найденного склада. Эти результаты стали началом научного эксперимента по хранению продуктов на Таймыре. Теперь каждые 6-10 лет ученые летят на мыс Депо, закладывают новые продукты. Часть старых достают, чтобы исследовать в Москве. В этом году как раз 6 лет с момента последней экспедиции, и пришло время отправиться в Арктику. 14 ученых отправились на западное побережье полуострова Таймыр, чтобы продолжить научно-практический эксперимент по хранению продуктов в вечной мерзлоте. Исследование, которое длится уже больше века, и это их 6-я поездка в Арктику на мыс Депо. Фирменный поезд из Москвы прибыл в Воркуту. Здесь нас ожидают вертолеты. Загружаем. Есть еще вещи? По-моему, нет, мелочевка какая-то. Ну все, тогда загружаемся сами. Диксон – самый северный населенный пункт России. Единственный поселок в стране, где в квартирах топят даже летом. Из своих окон жители видят Северный Ледовитый океан. Сейчас здесь полярный день, солнце спускается до горизонта, но не уходит, а тут же возвращается. В солнечную погоду в Диксоне невероятные закаты. Небо кажется совсем низко, облака вот-вот коснутся крыши домов. Поселок покорителей Севера, которые открывали острова и месторождения. Когда-то это был узловой порт с населением 5000 человек. Сегодня жителей всего 200. Люди уехали из Диксона, остались только самые стойкие арктические романтики. В Диксоне нет гостиниц. Приезжих размещают в пустующих квартирах. В одной из них у нас проходит общее собрание. Так, ребят, смотрите, за ответственность за безопасность в одной группе у нас отвечает Валера Тарков, соответственно, Поскоряков. Я Евгения не вижу, кстати. Женя, да, я отдельно сейчас не поговорим. Наталья Хаба – руководитель экспедиции. Впервые путешествие на мыс Депо возглавляет девушка, у которой в подчинении 15 мужчин. Все-таки опыт новый, они мне помогают. То есть даже возникают какие-то неприятные ситуации, я понимаю, что вот я могу подойти к ним, поговорить, и вот даже если возникают какие-то проблемы, вот
все складывается. Ты в общей группе говоришь, что все, ребята, встаем. Если вдруг, как бы, Валера, ты дублируешь. Если вдруг, соответственно, ты спишь, там не отдыхаешь, Валера в этот момент дежурит, потому что я вас буду разделять. Соответственно, увидел все те же самые действия. Лагерь ставите компактно, никаких разбросов палаток, никаких палаток на отшибе, да, то есть все. Старайтесь входы в лагерь ставить как бы к центру, как по кругу или полукругу. Валерий Тарков – опытный исследователь Арктики. Он, его сын Даниил и Александр Вотин в этой экспедиции со своим отдельным маршрутом. Их задача – найти еще один склад Эдуарда Толя, заложенный 122 года назад. Есть полный перечень продуктов, порядка 19 позиций, которые содержат все, как консервы, сухари, шоколад, табак и так далее. 198 килограмм, 298 килограмм. В дневнике Толь пишет, что продуктовый склад заложен в заливе Книповича. Это в 150 километрах от мыса Депо, где мы будем вести раскопки. Мы вместе, собственно, изучали дневники Толя, читали «Плавание по яхте «Заря», пытались найти оригиналы его дневников, строили маршрут и пытались понять, куда он пошел коллективно, так скажем. Даниил – самый молодой участник группы. Студент физфака МГУ, участвовал в пеших походах по Якутии, а вот Арктику покоряет впервые. Ему интересна роль Александра Колчака в этой экспедиции. Колчака, который позже станет известным адмиралом. В данном переходе, когда они закладывали продукты, Колчак отвечал за навигацию и расчет координатов. И это было достаточно точно с их приборами в 20 веке, в начале 20 века. Склад был заложен в многолетних льдах. Известно, что сейчас на этом месте пойма реки. Скорее всего, продукты унесло в море. Но группа Валерия надеется найти хоть какие-то артефакты полярной экспедиции прошлого века. Очень хочется что-то найти, не зря так съездить. Ну, прикоснуться к истории, к этим великим фамилиям: Толь, Колчак. Ну, вообще побывать в тех местах, где они были, где начиналась эта география, русская история Арктики. Ну, после них никого там и не было. Вот мы следующие. Это очень интересно и тешит тщеславие. Для этой цели часть группы отправляется к заливу Книповича на другом вертолете. Мы с ними увидимся через неделю. А пока грузимся в Ми-8 и еще 3 часа летим до мыса. Сейчас есть суп, наверное, быстренько сделаем обед, потому что кто-то дальше придет, кто-то здесь остается, и потом, наверное, по заселению, правильно? Или как удобнее-то? Уже все заселились. Ну, ребята, палатки еще надо будет ставить. Ну, 2 только остались. Вот. Остальные... Так что предлагаю взять мисочки, я сейчас суп подогреваю, можно покушать. Первая ночь позади. На мне термобелье, 2 куртки, утепленные штаны и, конечно, спальник. Очень было холодно, а под утро еще поднялся ветер, начался дождь. Мыс Депо – это тундра. Здесь нет деревьев или хотя бы кустов. По берегу раскинулись огромные валуны, а в воде дрейфуют белоснежные льдины. Корабль «Заря» пришвартовался возле того самого острова, его называют ледоколом, и вся команда по льду вышла на мыс Депо. Прямо сейчас, в слоях вечной мерзлоты, под этими камнями хранятся те самые продукты, которые барон Толь закопал в 1900 году. Именно этот склад в 1973 году нашла экспедиция газеты «Комсомольская правда» во главе с Дмитрием Шпаро. Вот так выглядел упавший столб. На этих фотографиях аккуратно вскрывают ящик с тушенкой, сухарями, овсянкой и спичками. Сухари мы просто пробовали, ну и поняли, что они хорошо пахнут, что они абсолютно съедобны. Геркулес надо было все-таки каким-то образом исследовать более аккуратно, не просто взять щепоткой и положить в рот. Ну вот, и мы его, конечно, отдали, мы сделали колбу
которую подарили главный редактор «Комсомольской правды». Вторую колбу мы взяли для того, чтобы показать в клубе путешественников Юры Сенкевича. И вся ему показывали это по всему Советскому Союзу, показывали эту колбу. Основную массу всех этих самых хлопьев отдали исследователям. Извлеченные продукты успешно прошли экспертизу. И тогда было принято решение не вывозить весь склад, а МСДПО объявить особой территорией, где продолжится эксперимент по хранению продуктов в вечной мерзлоте. В 1974-м доложили, в 80-м поехали, взяли исследование. Потом должны были поехать в 2000 году, но в 2000 году мы экспедицию забрать не смогли, потому что вот была полная разруха, все валилось, с севера все уезжали. В 2000 году была организована очередная экспедиция, потом экспедиция была организована с помощью того же Гаврилова в 2010 году. Потом в 2016 году уже без Гаврилова. Ну и теперь вот в 2022 году очередная экспедиция. Итак, на мысе Депо сейчас два склада. Первый исторический, с продуктами от 1900 года. Его вскроют только в 2050-м, когда закончится этот эксперимент. И через 20 метров от него второй. В нем заложены современные продукты. Например, в 2004-м в бидоны поместили 20 новых наименований. Экспедицию тогда возглавлял Владимир Леденев. Выполнили задачу по обнаружению склада Толя и продуктов, которые были заложены впоследствии в 1974-80-х годах. Осуществили их выемку, то, что положено, и заложили свежие продукты для следующей выемки в 2050 году. А это кадры 2010 года. В бидоны закладывают продукты от Росрезерва. Мы закладываем свой классический продукт. Вот это сырье, это зерно пшеницы, зерно ржи. В последнюю экспедицию 2016 года выяснилось, что наши емкости, к сожалению, вытесняются вечной мерзлотой, и глубина залегания уже недостаточно. Поэтому в эту экспедицию 2022 года было принято решение сделать более глубокую яму на 2 метра, которую мы и вот успешно сделали. Сейчас она закрыта тентом, чтобы не натекала вода. Новую, третью яму копали 2 дня при помощи бетоноломов. Евгений Сазонов – специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». В этой экспедиции он не только пишет репортаж, но и участвует в обустройстве будущего хранилища. В принципе, у меня был выбор ехать сюда, на полуостров Таймыр, или осенью, золотой, на Дальний Восток, по арсеньевским местам. Очень лайтовая экспедиция. Но вот я вызвался, говорю, что сложнее? Ну, вот сложнее Таймыр. Значит, сложнее, значит, интересней. Только отбойным молоткам поддается вечная мерзлота. Евгений Сазонов вершит историю, начатую его коллегами-журналистами 50 лет назад. Под чутким руководством специалиста Владимира Ладыгина. Давай стенку рубим, а после обеда тогда углы начнем. Ученые занимаются непривычным для себя делом. Копают 2-метровую яму. Хватит пока что. Сейчас идет туман, поэтому времени минут 15 работы, не больше. Взял. Туман опасен тем, что неожиданно могут выйти белые медведи. В прошлых экспедициях животные подходили очень близко к лагерю. В этом году у нас с собой оружие. Выстрел! Мегафон с неприятным для животных звуком. И пустая канистра, которая случайным образом в 2016 году помогла отпугнуть хищников. Приходило несколько медведей, и людей заставало врасплох. Били ведра. Были ведра, били в миски. Ну и случайно в руки попала вот эта канистра, но она возымела самый главный эффект. Никто, конечно, не полагается на одну канистру, поэтому с первого дня в лагере организовали дежурство. 2 человека меняются каждые 1,5 часа. Мое дежурство начинается с 23 часов до 1:30 ночи. Это как раз прямо сейчас.
Какая задача? Нужно внимательно смотреть по горизонту, всматриваться в любое движение. Здесь нет деревьев, поэтому если медведь выйдет, то его можно будет заранее увидеть. Обязательно просматривать кромку воды. Животное белое, поэтому сливается со снегом, с льдинами и может очень незаметно выйти на берег, как раз вот где стоит наш лагерь. От дежурства меня освободили уже на следующий день. Да и медведи в этом году оказались нелюбопытные. Первый далеко на льдине ел нерпу. Еще 3 лениво проплывали мимо. Приходила мама с медвежатами. Люди ей особо не приглянулись, увела детей подальше от наших палаток. Расскажу вам немного про наш быт. Это лужа, дождевая вода. Ее мы пьем, варим из нее суп, кипятим чай. Между камнями импровизированная помывочная. Тарелки, ложки, кружки, кастрюли. Мы в Карском море мыли песком, и все было хорошо. Оранжевый шатер – это столовая, и белый – это наша кухня. И в ней главенствует Андрей. А хлеб это гренки будет, да? Ну да, то хлеб немножко плесневеть начал, поэтому решил. А вот это что? Для чего плита? Это вторая, я кипяток на ней делаю, а там еду делаю. Андрей Клюквин с детства ходит в походы. Это его 2-я экспедиция на МСДПО, и он точно знает, чем кормить, когда на улице всего +2, дождь и ветер. Калорийные калории. Каши, крупы, орехи, смотря какой, водный поход, горный поход. Так, всем налил? Смотрите, пожалуйста. Кто тарелки еще не поставил? Нету Диминой тарелки вроде. Горячий обед пока может только сниться участникам 2-й группы экспедиции. Прямо сейчас они в 150 километрах от нас на заливе Книповича ищут еще один склад Толя. Читаем из записок из дневника Эдуарда Васильевича Толя. Прошли своеобразный мыс из темно-зеленого сланца, вдававшийся в бухту, подобно фортификационному сооружению. Вот то, что вы видите, мы считаем именно этот мыс, который напоминает 2 оборонительных комплекса, которые обычно строились на берегах рек, заливов, морей для обороны каких-то объектов. Вот мы подошли к этой скале. Первая скала, которая в описании, которая в виде фортификационных сооружений. Стоим у ее подножья. Сейчас будем подниматься. Найдет ли группа 2-й склад Эдуарда Толя? Мы узнаем детали поисков, когда встретимся с ними на обратном пути. Предложение сегодня, 29 июля, начать вскрытие нашего 2-го хранилища. Начинаем вскрывать хранилище, которое заложили после 1973 года и обновляли каждые 6-10 лет. Первый слой дерна снимается легко. Дальше земля промерзшая, лопатами копать невозможно. В ход снова идут бетоноломы. Крышка первого бидона освобождена. Наталья Хаба вынимает бутылки, которые заложили наши предшественники. Мы несем в лагерь, и я начинаю ее охранять. Давай так, ребят. Аккуратненько. Там не только. Спирт-сертификат люкс. Эти бутылки заложили 12 лет назад. Вот кадры их закладки. Все мужчины-корреспонденты активизировались. Это вообще эксклюзив. Вот это от всех болезней, от всех невзгод. Так что эта вот продукция действительно, она лечебно-профилактических свойств. Я думаю, наши потомки это оценят. И вот 2022 мы вынимаем эти бутылки. Многие напитки уже не выпускаются. Органолептику в Москве оценят специалисты Института пищевой биотехнологии. Научный центр, который занимается исследованием спирта, напитков из него, ферментных препаратов и дрожжей. Очень сложно бывает их сохранить, их цвет, вкус, также физико-химические показатели, потому что происходят различные окислительные процессы. Вот. Ну и интересно было узнать, насколько долго можно это сохранить, вот, для того, чтобы это было пригодно для употребления. Вы будете уже подробнее изучать? Да, в институте проведем. Градус, да, или как? Проведем физико-химический анализ, это и крепость, и остальные, содержание остальных примесей.
Вот. Но если физико-химический анализ покажет, что продукция безопасна, там, по метанолу, по пропанолу, то, я думаю, проведем дегустацию. Ну, как минимум, аромат все оценят. Ликероводочные изделия институт закладывает с 2004 года. Результаты показали, что образцы, пролежавшие в вечной мерзлоте, не то что сохранили, вкус, градус и аромат стали насыщенней. В этом году мы везем 2 дистиллята, из которых впоследствии будет приготовлен российский виски, который сейчас очень востребован. Вот. И также еще образец виски, тоже производства российского, и образец джина. Вот. Помимо этого еще мы закладываем образцы микроорганизмов, которые продуцируют ферментные препараты и пищевые кислоты. Все, вверх, аккуратно, аккуратно. Есть, ура! Мы ее не скрываем тогда. Да. Расскажите, что это? Капсула – это послание потомкам. Здесь в капсуле из нержавейки. Да. Вот, находится письмо. Это письмо заложили в 2004 году. Вот этот момент ученые кладут капсулу на бидоны и закапывают. Спустя 18 лет мы с волнением читаем это письмо из прошлого. Это спирт был. Бумажка ламинированная? Да, бумажка ламинированная. Послание цело. Уважаемые потомки, мы участники международной научно-практической конференции органов государственных резервов, государств-участников Содружества независимых государств, проводимой в городе Москве 5-6 августа 2004 года, обращаемся к вам. В наше сложное и противоречивое время нельзя исключить возникновение чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, которые требуют концентрации в сжатые сроки больших объемов разнообразных материалов и продукций. Жизнь научила нас тому, что справляться с этими задачами надежнее и эффективнее совместными усилиями. Письмо кладем обратно в капсулу и пишем свое. Теперь уже 2 сообщения ждут участников будущей экспедиции, тех, кто приедет сюда после нас. Здравствуйте, дорогие коллеги, которые пришли после нас. Мы участники экспедиции 2022 года. Шлем вам горячий таймырский привет и оставляем новое хранилище и пожелания хорошей погоды и легкой работы. Весточку для журналистов от «России-24» оставила и я. Хотя, возможно, через 6 лет я с удовольствием сама прочитаю это послание. Это не секрет. Диксоном. Еще одно. Журнал. Да. Журналистом. Журнал Бурдил. А нет, что Андрей? А, Андрей, да. Да, моя. Да. Кусок мыла? Мыло у меня в кармашке. 50-й год. Он, по-моему, бактериальный. О, есть. Мука пшеничная, хорошо сохранившаяся. Это пекарня высшего сорта. Это наш. Продолжаем вскрывать бидоны, которые достали из 2-й ямы. Продукты нужно осмотреть и переписать. Андрей Иванович, какой оставляем? Ржавчина меньше пошла. А, кстати, это Росрезерва. Я понимаю. Ну, какая разница, все равно продукция меньше. Вот это меньше всего, мне кажется, пострадало. Это вот... Ну да, это и пострадало из-за нашей глупости, то, что пакеты положили. Да, увлажнило. Ну все, вот эту оставляем? Да, все остальные пакеты оставляем. А 2 отбираем. Сгущенка заложена в 2004 году. Несколько банок оставят для продолжения эксперимента, 2 заберут в Москву на экспертизу. Прошлые выемки показали, что при стандартном сроке годности 12 месяцев в вечной мерзлоте продукт сохраняет свои свойства до 6 лет. Во-первых, мы сейчас не изменяем упаковку этих продуктов, это раз. Мы стараемся найти наиболее рациональный режим хранения для продукта. Ведь хранить продукт просто так не имеет смысла. Соответственно, нужно найти такой оптимальный вариант, при котором и цена упаковочного материала, и сроки годности, и цена
конечного продукта это все соответствовало. Андрей Николаевич Петров – ученый в области консервации и хранения продуктов растительного и животного происхождения, академик Российской академии наук. Его институт в разные годы заложил в экспериментальное хранилище сухие сублимированные закваски, сгущенное молоко. Вот академик Петров на кадрах 2010 года. Это вот кефирные грибки. Тоже сублимация полученная, которая восстанавливается и из которых можно приготавливать. И такого же плана другие закваски. Спустя 12 лет мы вынимаем эту продукцию из бидонов. Закваски показали себя хорошо. Они продолжат эксперимент до следующей выемки. А вот молочные продукты с содержанием влаги с годами портятся, даже находясь в мерзлоте. Первое, то, что всегда с чем сталкивается, это микробиология. Это говорит о том, что, несмотря ни на что, даже в вечной мерзлоте микроорганизмы работают. Второе, это происходят окислительные процессы с жиром. Начинает вот такая прогорклость наступать в продукте, иногда даже горечь. Ну и третье, самое распространенное, это то, что связано с гидролизом белков. В этом году институт, который представляет Андрей Петров, заложил в вечную мерзлоту молочные продукты в инновационные упаковки. Президент Академии наук Сергеев, он очень-очень здорово поддерживает все исследования в этой области. Он нам помогал с финансированием вот тех исследований, которые будут проведены в дальнейшем с этими продуктами. Ученые больше не закладывают на хранение колбасу и рыбные консервы. Выемки показали, что мерзлота не щадит продукт, он становится непригодным. Не выдерживают испытания и некоторые виды мясных консервов. Но дело оказалось не в содержимом, а в металлической упаковке, которая ржавеет. На фоне таких банок консервы, заложенные в 1900 году, выглядят чемпионами. Сергей Белецкий как раз вынимает из бидона те самые банки Толя, которым уже 122 года. Вот 1900 год. Вот те две банки, о которых мы говорили. Три. И мы их сохранили. Банки не только в отличном герметичном состоянии. Посмотрите на этикетку. Трехцветная литография полностью сохранена. Видна каждая буква. Щи с мясом и кашей. Порция на обед. Вес 1 фунт 70 золотников. Примерно 675 грамм. Консервы предназначены для войск императорской армии. Разбавляется водой, готовы к употреблению через 10 минут. Производитель банок – фабрика пищевых консервов Франсуа Азибера. Предприятие, но уже под другим названием, до сих пор существует и находится в Санкт-Петербурге. Есть предложение однозначно взять одну выпученную банку. Не знаю, почему она выпучилась. Может быть, ее лед раздавил. Может быть, что-то внутри произошло. Но одну банку взять, а вот две других есть предложение все-таки заложить на дальнейшее хранение. Но я понимаю так, что те ученые, которые начинали эксперимент над современными продуктами питания в 1974 году, решили так, что если провиант Эдуарда Васильевича Толя прохранился 73-74 года, и он сохранил свои потребительские свойства, то есть интерес увеличить вот эти 73-74 года в 2 раза и посмотреть, выдержит ли, вот, собственно говоря, еще столько же этот продукт в многолетней мерзлоте. То есть как раз-таки примерно 150 лет. 150 лет – это 2050 год. Вместе с консервами Толя в этом году впервые будут заложены банки с мясом птицы нового образца. Упаковали их в ламистр пакетом для того, чтобы в случае разгерметизации контейнера они не проржавели и можно было оценить качество именно хранения, а не противоборство с внешней средой. Владислав Будрик – директор в НИИ пищеперерабатывающей промышленности. Это его уже 2-я поездка на мыс-депо. Вот он на кадрах 2016 года рассматривает упаковку. Ну, вы знаете, в детстве я, когда мама давала конфеты, убегал и закапывал их в сад. Вот, с надеждой, что я их найду через неделю и откопаю. Вот так же я бы и рекомендовал человеку-играм более осознанно подходить к тому, что можно
закладывать на длительное хранение, что нельзя хотя бы чисто ради вкусового эксперимента. Вот мы сейчас тут скрывали несколько бидонов, и сравнить вкус тех конфет с конфетами сегодняшними, это очень интересно, потому что ничто не стоит на месте, технологии меняются, меняется подход к производству. Какой вкус у конфет, которым уже 18 лет? В бидоне мы находим ириски, заложенные в 2004-м. Александр Сучков дегустирует лакомство. Ирис. Запах сгущенки. Она вообще как масло. Мягкая. Александр Сучков – специалист в НИИ холодильной промышленности. Именно его институт примет в Москве на хранение все изъятые продукты, а затем отдаст профильным учреждениям для лабораторных исследований. Меланж, яичный белок, яичный желток, обогатитель минеральной скорлупы. У нас сейчас температура воздуха 5 градусов Цельсия. На мысе Депо Александра интересует температурный режим. О чем это говорит? Холодно. В прошлой экспедиции температура на мысе поднималась до плюс 18. У нас же всю неделю туман и морось. Не в Москве. В свежевырытой третьей яме нового хранилища Александр замеряет температуру почвы. Так, вот сейчас тут температура, получается, на глубине это 50 сантиметров. 2 градуса. Насколько мерзлота прогревается летом, знает Валерий Лаозе. Он только что достал из бидонов термогигрометры. Низкого энергопотребления у них получается до 5 лет влажность может измеряться и до 10 лет может измеряться температура. Данные покажут, какая температура была под землей на уровне 1 метра все эти 6 лет. Сейчас можно сказать, что средняя температура в летний период достигала 0 градусов. И в зимний период от 27 где-то до 30 градусов опускалась ниже нуля. Новое хранилище также обкладывают датчиками. Прикрепляют на дно бидона, кладут под крышку. Новинка этого года в том, что помимо датчиков, которые были заложены внутри бидонов, сейчас установлены в специальном кожухе. Это метеорологическая будка. Готово! Ура! Поэтому будет сравнение температуры и относительной влажности воздуха как наружного воздуха, так и внутри, в бидонах, которые будут заложены в этот раз. Вот какао не очень хорошо хранится. Но они в хорошем состоянии. Вот этот лучший. Рекомендую один отобрать. Да, один забираем, второй оставим до 50-го года. Оставляем. Консервы мясные с датой изготовления продукта от 2002 года. Заложено в мерзлоту в 2004. 20 лет ей, да, было? 12 апреля. Сейчас вскрыли которые бидоны, я обнаружил консервы. Состояние удовлетворительное. По-моему, только у одной баночки обнаружено корродирование оболочки, надо разбираться. А пищевые концентраты, упаковка пищевых концентратов показала свою состоятельность, не нарушена. И все вроде замечательно, они продолжают дальнейшее хранение. Алексей Королев уже 3-й раз приезжает с экспедицией на мыс Депо. Работает в 2 институтах – в НИИ технологий консервирования и пищеконцентратной промышленности. Это ученый на кадрах 2010 года. Погода замечательная, способствует работе, заставляет работать быстрее. Я думаю, что если было бы немножко холоднее, вот может быть даже ощущение, что сейчас пойдет снег. Да. По-моему. По экспертизе, по дегустационной оценке прошлых видов, в общем-то, чай и кофе показали себя отлично, улучшили свои качества. Некоторые виды пищевых концентратов наблюдается прогоркание. Плюс еще тут немалый важный фактор – это посмотреть, как будет вести себя упаковка и как будет взаимодействовать продукт с упаковкой. С 1974 года влияние условий вечной мерзлоты проанализировали на 200 наименований продуктов. В бидоны закладывали хлопок, семена злаковых, шерсть и нефтепродукты. Большая часть из них все еще продолжает участие в эксперименте, а значит, сохранили потребительские свойства. В 2016 году в хранилище впервые положили энергетическое питание и армейские пайки. Эту коробку заберут на экспертизу в Москву только через несколько лет. А сегодня Артем Самойлов закладывает новый рацион.
различные виды консервы, паштеты, рагу с курицей и овощами и говядина тушеная. Когда мы в морозилку или куда-то в погреб положим или в холодильник, у нас будут контролируемые условия, и мы их сами будем задавать, эти условия. В данном случае эксперимент осуществляется в неконтролируемых условиях природной среды, и здесь и есть интерес, как будут сохраняться продукты питания. Результаты прошлых выемок показали, что, например, рис, гречка и чай великолепно переносят мороз. Поэтому в этом году закладывают много новых продуктов. Например, от Федерального агентства по государственным Росрезервам в бидоны впервые кладут подсолнечное масло. Планируемый выход на срок годности в режиме, как сказать, городском 2 года, а на длительном хранении будет, я думаю, значительно больше. Вот перспективный образец для длительного хранения. В Росрезерве разработали новые виды упаковки. Вместо привычных консервов каши будут храниться в мягких пакетах. Помимо реторт-пакетов есть еще ламистры. Вот сейчас мы хотим как раз с помощью данного эксперимента на таймере проверить, насколько это все будет хорошо сохраняться в условиях многолетней мерзлоты. Щи с мясом и кашей, которым уже 122 года, до сих пор в отличном состоянии. Поэтому продолжают участие в эксперименте. Пищевые консервы для войск императорской армии 1900 года закладываются для последующего изъятия в 2040 году. Можно бутылки, просили бутылочки. Не секрет, что у нас есть перспективный план развития, и в нем интересно очень показано развитие именно арктической зоны. И вот такие вот хранилища – одно из направлений. Но как хранить, не узнав, сможем ли продержать, не сможем ли продержать, какие здесь условия. Поэтому это не только научный интерес, но и стратегически важное, скажем так, исследование. У Росрезерва по всей стране есть склады стратегических запасов еды и непродовольственных товаров. В них искусственно поддерживается температура, процесс хранения регулируется людьми. Эксперимент на мысе Депо как раз способ отстранить человека от прямого вмешательства и позволить природе самой регулировать условия хранения. Привлечение внимания вообще к освоению Арктики на данный момент, потому что разрабатывать продукты именно для этой зоны. Потому что мы даже просто проехавшись по нашей стране, мы видим, что, допустим, есть потребность у жителей, кто здесь работает, живет, есть в некоторых видах продуктов, которые у них нет. Мне, кстати, тоже интересовал вопрос, но вот в принципе можно же, есть специальные аппараты, можно там состарить продукты, можно их заморозить, мерзлоту можно действительно где угодно сделать, да. Но тоже мне был дан ответ, что да, мы можем просчитать математически что угодно, мы можем проэкспериментировать в Москве как угодно, но всегда есть такой маленький черный лебедь, который может выскочить и сказать: не, ребята, все будет по-другому. Тащи! Квадратная! Кати! 13 бидонов и 1 ящик спускают в новое хранилище. Теперь все это нужно закопать. Первая лопата. Землю засыпают до верха крышек. Потом на бидоны кладут камни и клеенку. Возвращают на место дерн. Ручная работа. Салют из орудий в честь окончания тяжелой работы. Вознаменование зарытия ямы на счет 3. 1, 2, 3. Для меня это уже как бы заложить определенный камень в готовое здание с какими-то четкими понятиями, уже пониманием того, что делать надо, что не надо. И, конечно, вспомнить те времена, проностальгировать. Вот. Ну и, надеюсь, наша экспедиция запомнится не хуже. Тут тоже есть очень много приятных людей для общения. Ну и в целом компания веселая.
Мы тут сегодня прошлись по окрестностям. Такие замечательные виды, суровые северные такие пейзажи. В общем, все завораживает. Так что есть некоторые моменты с борьбой с холодом. А так остальное все на высшем уровне. 5 звезд, первая линия. Вертолета приземляется на мыс Депо, чтобы забрать нас на Большую Землю. Мы, наконец, встречаемся со второй группой нашей экспедиции – путешественниками, которые искали на заливе Книповича второй склад Толя. Ну, там ничего нету. Там ни досок, ни банок, нифига. Ну, там место такое, потом съемки посмотрите. Там все ползет, тундра ползет в море. Там расщелина прям почти в море выходит. Ну, естественно, расползлось. Ну, до следующего раза. Ну, возможно. А возможно, на этом просто поставим точку. Россия, как мы знаем, мерзлота занимает огромное пространство. И если у нас будет какой-то запас непосредственно здесь, это, ну, конечно, есть свои особенности, свои сложности, но все равно это интересно, это действительно большой шаг. На самом деле это очень важно еще с точки зрения памяти, потому что, ну, кто бы сейчас из широкой общественности помнил имя Толя, да? Но благодаря вот этому эксперименту, который длится уже 122 года, да, который начался, в принципе, случайно, ну вот мы помним, что был такой человек, и что было множество других людей. Вот, и такой, знаешь, многие говорят, что должна быть связь времен, да, нужно вот... Ну, вот эту вот связь времен обычно пытаются делать искусственно, а здесь все естественно. На мысе Депо ученые закопали в вечную мерзлоту 58 наименований продуктов. В Москву на исследования увезли 160. Какой-то товар разочарует по результатам лабораторных исследований, другой покажет хорошие цифры и будет рекомендован к длительному хранению. Закопанные в этом году товары уже в ожидании новой группы. Ученых, которые приедут сюда через 6 лет и раскопают 13 бидонов, 1 деревянный ящик и письмо-послание, которое мы заботливо написали будущим отважным путешественникам.